Здравствуйте, вы смотрите программу «Общественный интерес» на канале ГРТ. Меня зовут Ирина Кара. Итак, 23 декабря 1994 году парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе Гагаузии Гагаузии. Гагаузский народ в 1994 году, 29 лет назад, обрел свою государственность в форме автономно-территориального образования Гагаузия в составе Республики Молдова. Но до этого дня гагаузы прошли длинный исторический путь. В настоящее время количество населения Гагаузии составляет более примерно 180 тысяч человек. Гагаузы – тюркский народ, традиционно исповедующий православие. Гагаузский язык относится к гагаузской группе тюркских языков. Итак, уважаемые телезрители, разрешите мне начать нашу праздничную программу, а для меня она праздничная, ведь речь идет о моей любимой гагаузской автономии. Итак, сегодня у нас в гостях активисты становления той самой автономии, в которой мы сейчас живем, и, я надеюсь, будем жить еще долгие-долгие годы. Итак, это Петр Васильевич Чебан. Петр Васильевич, я вас приветствую. Добрый день, спасибо. Василий Кириллович Тонку. Василий Кириллович, рада вас приветствовать на нашем телевидении. Это Илья Васильевич Савастин, рада вас приветствовать, Илья Васильевич. И Иван Георгиевич Тринко. Здравствуйте. Уважаемые активисты, я бы хотела, чтобы сегодня мы с вами немножко окунулись в историю. Я понимаю, что 29 лет это почти 30 лет минуло с того дня, когда вы добились гагаузской автономии, и для вас эти года с каждым годом все красочнее и красочнее, и в вашей памяти я знаю, что всегда свежи те моменты, которые вы пережили. Вот я бы хотела, чтобы нашим первым вопросом было ваше воспоминание о том, как это было, как доставалась вам эта автономия. С кого начнем? Кто будет первый? Давайте начнем с Илья Васильевича. Илья Васильевич у нас из Вулканежского района. Хотел бы то ли поправку, сначала была республика. Ну да, это конечно. Это безусловно. Сначала была республика, которая впоследствии стала автономией. Я думаю, что это всеми известный факт, Илья Васильевич. Значит, как мы все работали, был Советский Союз еще. У нас, например, в Вулканежсках общественное движение «Ватан». Я участвовал при регистрации этого движения. Председатель райисполкома Гроссу Александр Васильевич, он нам сказал, что, ребята, вы политикой занимаетесь, но и не имеете права, потому что общественное движение. Я просто задал вопрос ему. Говорю, Народный фронт – это общественное движение или политическое образование? Он говорит, тоже общественное, а сегодня чем они занимаются? Он так из-под лобья улыбнулся, но мужик был порядочный, хороший. Он говорит, ну, что-то гагаузам дадут. Говорит, надо просто иметь терпение и добиваться этого. Он нам подписал наш устав, и мы начали с товарищами там развивать, собирать народ, обсуждать газеты, которые выходили. Вот. Это в 1989 год, когда подошел, и Молдова приняла закон функционирования государственного языка. Мы обсуждали эти газеты. Просто там доводилось такие примеры, что наш язык там не обсуждался, как бы его хотели уничтожить. Мы тогда так понимали. Но оно так и было после, потому что даже руководители, которые были на своих должностях, должны были изучать государственный язык, иначе они сместили бы их с должности. Мы обсуждали, поднимали народ, собирали, писали объявления, парки, делали сходы граждан. Там были люди, которые жили еще при румынах. Вот это очень большую роль сыграло в наших движениях, потому что они жили в это время. И все эту жизнь ихнюю они рассказывали, те, которые моложе, вот как мы.
И пришло время, мы объявили политическую и экономическую забастовку в сельхозтехнике. У нас было там 5 ребят. Мы сначала уговорили в парке, автопарке, это наш автопарк был, полностью они согласны были с нами забастовку делать. После с одним новыми мастерскими, старыми мастерскими, торговой базой, все поддержали нас, и мы объявили забастовку. Сколько дней она длилась? Где-то 2 недели. Мы пригласили руководителя, главного инженера. Я думаю, что заявили, это фамилия не надо, да? Можете не называть. Вот. Они отказались поддержать свой коллектив. Мы забастовочный комитет, который избрали нас, наши работники, рабочие. Я тоже входил туда. Мы их отстранили от работы. Период забастовки. Тогда отслужившие были немножко, закон знали. А, вы такие, да? Да, и я был тем более командиром СОЗа в свое время, политику вел. Вот, и вроде бы все нормально. Народ был воодушевлен. Ну, знаете, тогда как свобода слова начала, был Горбачев. Все люди по-другому начали думать и высказывать свои мысли открытую и насчет руководителей, кто неправильно вел себя, кто правильно, вот на этих сходах. Ну, были такие, что за туями прятались. Вот. И по этому поводу есть даже стихотворение за поворотом. Я сегодня не буду его говорить, это не та площадка. А те, кто прятался за туями, да, стихотворение И написали? руководителей. Такое было. Им неудобно было появляться, кто чувствовал за собой, что не так вел себя. Были и такие. Вот. Сейчас тоже. Но мы такие все равно работали с народом. Очень трудно сначала было поднять народ. Никто не знал. Даже мы знали, что мы хотим, но что получится, мы тоже об этом не знали, как это будет у нас. Очень трудно. Мы ждали тогда гостей с Камрата, Степана Михайловича, Михаила Васильевича, Константина Петровича Тавшамжи. Были еще ребята, немножко, я вспомнил сейчас, просто не обязательно. Мы ждали их с большим нетерпением, потому что мы чувствовали поддержку за своей спиной. Вот такие люди приехали, мы будем говорить, что почти что уже с руководством. Ну, мы уже думали, что здесь будет наша столица. И мы очень уважали их, потому что Константин Петрович Тавшамжи, он, по-моему, кандидат экономических наук. Тогда я сейчас не знаю, он был таким. Он хорошие вещи говорил, он был даже у меня дома с Добровым в тот период. А Михаил Васильевич тоже хорошо выступал. И Степан Михайлович. Мы их очень ждали. И как бы на душе становилось легче. И что-то груз отваливался, когда слушали таких людей. Мы выступали тоже, где критиковали, где-то что-то промалчивали, потому что мы еще работали в той системе, в которой все это творилось. Ну, в этот период, когда мы устроили забастовку, Константин Афанасьевич, вы знаете Базбей, да? Он был депутатом парламента Молдовы. Он пришел к нам, взяли Марию Георгиевну, и она временно исполняла обязанности председателя поселкового совета. ПГТ тогда был, ПГТ у нас. Постсовет был, да. Городского типа.
И ее взяли, она была в Ватане с нами, Мария Георгиевна. Взяли, они втроем пришли, прокурор уговаривает нас. Ну, прокурор угрожал, что мы остановили забастовку, потому что угрожали, что та работа, которую мы делали в хозяйствах по району, ну, все вино на нас. Илья Васильевич, а вы не боялись, не было у вас вот этого страха в тот момент? Но Нет. все-таки, если вы говорите, угрожали, может быть, угрожали уголовными делами, может быть, Было такое. было много причин. Но Вот вы вот вот о они, себе рассказать. То, что было. Уголовные дела Угрозы были заводили. такие. Забастовка продлилась или все же прекратилась? Вы что имеете в виду? Ну вот вы сказали, бастовали 2 недели. В конце концов, к чему привело все это? А привело, мы устроили митинг. Во время обеденного перерыва я написал выступление. Я когда пишу, чем быстрее, тем хуже почерк мой становится, и сам трудно читаю. Потому что мысли, чтобы не потерять мысли, я дал секретарше, чтобы она печатала лист этот. Идем. Ну, раз не будем говорить фамилию одному человеку, я дал, будешь читать? Она посмотрит, хорошо, я написал. Он говорит, хорошо. Будешь выступать? Буду. Я оставил у него этот листок, когда пришли туда. Нас поддержало 12 предприятий. Мы в Лозанне сделали 12 предприятий. Одно из них АТБ. Васильев там, Пантелей Афанасьевич был директором. Они первые поддержали. Второй был там швейная мастерская, женщина. Второй они поддержали. И еще 10 предприятий поддержали нас. И мы вышли на площадь. Людей было полно. И там Спасибо, открыли, Илья Васильевич. перед райисполкомом открыли машину, борта, лесенку. И один выступает, второй выступает. А кому я отдал этот листок, я его спрашиваю, так давай мы первые, мы вас звали. Первый мы должны выступать. Он говорит, я не буду. Я взял мой листок, я полез сам. Выступил, и вот я тогда посмотрел, какую энергию я взял от народа, когда начали хлопать эта площадь. Спасибо большое, Илья Васильевич. Мы еще вернемся к вашим воспоминаниям. Петр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях, вот о ваших воспоминаниях. Zaman Карусун, Гагаузин, Сиридителя. Добрый день, уважаемые телезрители Гагаузы. Боназива, драч приятен. Гагаузшам солим сурушам. Ничего естественность. Ничего так улай. С чего началось вот эти действия, которые в конце 80-х, начало 90-х годов? Илья Васильевич правильно сказал, что это началось с того, что наши многоуважаемые руководители из Кишинева, имеется в виду художники, писатели, артисты, затеяли тему государственного языка. На то время люди, проживающие на юге республики, это Камрадский район, Чадырлунский, Вулканецкий, не были готовы к этой теме. И вот это все началось и пошло внутри жителей всей Гагаузии. На то время пошло потом еще другой слух, это объединение с Румынией. Конечно, как и вы были подтверждающие факты, конечно, мы тогда не изучали, потом это пошло. Что побудило тогда лично меня, как специалиста сельского хозяйства, я в то время работал в колхозе Ленина, землестроителем и начальником охраны. Ну, вы знаете, что у каждого народа в первую очередь появляются активисты, патриоты, которые должны потом за собой повести людей и так далее. Вот у нас такое было. Значит, я, жители Чешмекёя, подключились у нас общественные организации, это школы, детские сады, больница, само хозяйство, руководство. Я могу показать сегодня, значит, кто в этих рядах был. Конечно, их многих уже нету. Уважаемые телезрители, значит, здесь бывшие два руководителя, это председатель колхоза Афанасий Евгеньевич Червин, главный инженер Илья Михайлович Вурум, секретарь партийной организации уроженец Вулканиш Василий Георгиевич Барде, примар на то время был, то есть это Иван Константинович Христев, моя фотография. Здесь еще Иван Федорович Тузла, 41 года, Дмитрий Николаевич Дулоглу, секретарь партии организации второго хозяйства было, специалист по сантехнике и
главный агроном хозяйства. Вот эти люди, которые были у истоков и руководители, которые являются на то время. Какова задача была, и чтобы доказать, то есть организовать самих людей, самых простых жителей нашего села. Мы начали проводить, как Илья Васильевич говорил, сходы граждан, собрания в коллективах. И уже в начале 90-х годов была сформирована уже делегация для поездки. Как раз, вы знаете, на то время Советский Союз, вот начались трения, то есть по республикам бывшего Союза. И были организованы, значит, Ватан был, конечно, Милет Санджисы Чадрунги, мой друг там, это был организатор Федор Терзи. И здесь Гагауз Халка, на то время наш тоже уроженец города был, конечно, это Савастин Дмитрий, Илья Васильевич здесь, Петр Фазлы, Георгий Калыш, много-много активистов. Поэтому они уже как были регистрированы как общественное движение или нет, но они ходили уже по селам. По селам для того, чтобы, значит, что это может быть, как оно должно быть. И эти люди предвидели чуть вперед. Поэтому, хотя я на то время являлся коммунистом, так говорят, что у одних другая идея, но в то время никто не смотрел, я постоянно посещал заседания нашего филиала, это Афанасий Николаевич Дорадор, ныне живет под Бендерами, и покойный председатель правкома Петр Иваноглу. У нас не было, значит, коммунистов и так далее. Идеология была одна – противостоять, и уже в будущем, что мы, гагаузы, тоже имеем право на самоопределение и, как говорят, живем не на чужой земле, на своей земле. И мы хотим быть хозяевами своей земли, выращивать урожай, ходить в школу и так далее, и так далее. Поэтому, если коротко, значит, была, чего сегодня нельзя сказать, конечно, если дальше будут другие вопросы. Жители, наша задача главная была объединить людей и поставить цель, что мы гагаузы, и нам нужна, значит, первый, Илья Васильевич говорил, это Гагаузская республика, которая очень много вложили туда труда. Бывший наш, это Царство Небесный президент Гагаузской республики Степан Калстапал, ныне здравствующий председатель Верховного Совета Михаил Васильевич Киндигелян, покойный, очень много. Я был на всех совещаниях и в Камрате, и в Кишиневе. Здесь оказал, юридически, он сам доктор юридических наук, этот житель Украины, Каракаш Илья Васильевич. Наши специалисты, и Георгий Иванович, и другие. Поэтому, объединяя, как говорят, есть лозунг, если мы вместе, едины, мы непобедимы. Поэтому сегодня не ставится цель, что мы отдельно от Республики Молдова, мы единый народ, который проживали здесь наши предки, проживаем, будем проживать наши внуки и дети проживать. Поэтому цель одна – объединить молдавский, гагаузский народ во имя будущего. Спасибо большое, Петр Васильевич. Иван Георгиевич, я помню вас примерно в таком возрасте, как я сейчас. Прекрасно помню, папа часто брал меня на работу в батальон «Буджак», где я всегда встречала вас. И вот эта улыбка ваша всегда была у вас на устах. Время прошло, ничего не изменилось. Немного времени утекло с тех пор. Иван Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот как вы помните то время? Каким оно было для вас? Что запомнилось больше всего? В первую очередь, аж мурашки бегают в душе, в спине, потому что года уходят. Уходим и мы, и наши друзья, и единомышленники уходят с этой жизни. И спрашивая о том, что мы достигли, мы очень много достигли. Это надо признать нашим поколением из поколения, потому что это и есть автономия. Мы есть сегодняшний день народ Гагаузия, который, можем сказать, что бен варм бен. Это раз.
Во-вторых, да, я присоединяюсь всем друзьям, потому что, как и у меня седина, как и у всех других, и поэтому боль в душе, что 23 декабря 1994 года нам дали автономию, но с каким тяжелым трудом была эта автономия. И правильно разговаривают ребята, что если бы не было бы Гагаузской республики, если бы мы не просто не сказали, что мы есть, не было бы автономии. Следующее. Да, знаете, боль на душе то, что те люди, которые стояли у истока Гагаузии, сегодня неоправданно забытые. Просто забытые. И те, которые сегодня я хочу, чтобы быть услышанным в Народном собрании, в исполкоме Гагаузии, с советником, примаром, о том, что, посмотрите, на этих ребят мы уходим в жизни. Но знайте, что вы сегодня и есть Гагаузия в том, что не пожалели свою жизнь, не пожалели свою тем временам молодые и стали у истока Гагаузии. Что я могу еще сказать? Что, знаете, Гагауз халкы возрождался в недрах. Тем, которые стояли, это художники, это учителя, это те, которые я могу вспомнить в душе. Значит, они ходили в подвалах, ходили, скрывались. И на свадьбах говорили, что надо делать Гагаузскую республику. А я был пацаном. Я могу сказать, как Чабан Дмитрий, как Савастин, как Айоглу, как художник Влах ходили. И у папы дома, я сам Безгинжинский, родом оттуда. И они приходили и рассказывали папе, а папа сельскохозяйственник и так далее, там приходили, говорили, лязым тебрдаяп мабр Гагаузия, без лязым бютын дуньяни. А для меня это сказки были, а я слушал их и так далее там. Вот так возродилось мнение, и правильное это мнение о гагаузах, правильное мнение о том, что мы не этнос, а мы народ. И сегодняшний день, глядя тому, я хочу сказать, плохо, конечно, все, но здорово, что весь земной шар знает о том, что есть гагаузы, есть мы, есть не этнос, а есть народ, которым с нами считаются. Это здорово. Спасибо всем республикам, всем государствам о том, что признали нас. И самый тяжелый момент, который я помню в своей жизни, да, вы знаете, так случилось в жизни, что я, заканчивая Кишиневскую школу милиции, нас призвали в Карабах через Тирасполь. И я был в Карабахе, меня застало там землетрясение и так далее там. Но перед Новым годом так получилось, что 25 декабря сняли школу милиции оттуда с Карабаха, потому что говорят, что с них не получится психология такая. И наши ребята, которые со мной учились, они говорили, что я не молдаванин, я румын. Сегодняшний день мы говорим, что ты румын, он говорит, нет, я молдаванин. Скажите за одночасье, как так получилось? Народ не виноват. Иван Георгиевич, мы немножко уходим. Да, народ не виноват. Следующее хочу сказать, что, вы знаете, как получилось, что сделали Гагаузскую республику, что сегодняшний для меня глубоко в душе осадок.
Я назначался в Фрунзенский райотдел города Кишинева замполитом. Сдал экзамены на 5, там все и так далее по тем временам. И мне спрашивает, ты откуда? Говорю, скажу, что я из Геленджика, говорю, с Камрата. И мне генерал говорит, уезжайте в свой Камрат и больше здесь не показывайся. Значит, тогда стал национализм. То есть не народ, а все вот эти, те, которые были. Иван Григорьевич, вот вы вернулись назад в Камрат. Да, вот вернулся что Камрат. здесь вы увидели в и Камрате? я увидел, что Камрат взбудоражен. Гагаузия взбудоражена. И я хотел бы возвратиться к тем временам, чтобы все были такие единодушные. Все выходили на площадь, все говорили, да здравствует Гагаузская республика, да здравствует Гагаузия, да здравствует Молдова в составе Гагаузии, потому что это на самом деле это так. А сегодняшний день этого нету. И боль на душе, то, что ребята сказали, это надо от молодежи быть. Спасибо Вот большое, то, Иван что я Григорьевич, спасибо большое. могу сказать. Василий Кириллович, ваши воспоминания? Ну, в те годы я работал председателем сельского совета в селе Чахмедан. И нам 3 села волей судьбы, которые перевели с Камрадского района в Бессарабский район, в новообразованный тогда Чахмедан, Авдарму и Керетлунгу, вдвойне труднее было. Потому что по воскресеньям мы приходили на митинги и на мероприятия сюда, в Камрат, на площадь, а по понедельникам на планерке председатель райисполкома тогдашний Григорий Георгиевич Ожог поднимал нас. И прям таки отчитывал. Вот вы такие, всякие. Но я один раз не выдержал и прямо сказал: Григорий Георгиевич, вы вчера где были? На площади Великого национального собрания со своим народом? А он говорит, да. Я говорю, вот и я был со своим народом на площади Камрата. И поэтому давайте эту тему Не понимаю. отбросим, не поднимайте. Давайте говорить, как раз было накануне сентябрьских дней, 1 сентября. Давайте говорить об угле, о других вещах насущных, которые... Потому что нам был принцип остаточного внимания к гагаузским селам. Приходилось много... Трения были со своими коллегами из других сел молдавских, которые были в Бессарабском районе. Многие были настроены на волне Народного фронта. Поэтому приходилось это. Тяжело, скажем. Угрожали там, по-всякому было. Ну, без колебаний я вошел в состав, был принят в состав, был избран членом Совета ГАГУ-СЛК. Вечерами приезжали, тогдашний директор совхоза, единственный был человек, который, как говорится, не побоялся. И мы вошли, Петр Федорович Колтук, и я, как председатель сельского совета, вошли в Совет ГАГУ-СЛК с полной грудью и вели за собой народ. Задача, вечерами собирались там в том маленьком кабинете. Помню. И обсуждали насущные вопросы того времени, потому что не было проторенной дорожки. Как нам добиться своего самоопределения? Надо было выработать все это маршем, на ходу. Были горячие головы, были более степенные. Ну, каждый в меру своей убежденности доказывал друг другу, но выходили с единым мнением. Вот с чем мы завтра выйдем к народу. Основная задача была довести до масс, пробудить, во-первых, массы, самосознание народа, что вот это и есть сегодня задача номер 1. Нам надо обрести свою государственность в составе Республики Молдова. Нам как раз Союз начинал, ну, потихоньку рассыпаться, скажем так. Распадаться. Поэтому мы должны были определить свое место и роль в Республике Молдова. Ну, тогда СССР Молдова, Молдавская ССР, по-разному, в разные периоды назывался. И СССР было, да. Очень напряженно было, потому что надо было, и сходы граждан проводили еженедельно. Чуть что, собираем народ по разным
темам, вопросам и так далее, по бригадам, по предприятиям. Ну, народ понимал, единый был, как-то не было вот этого, что один налево, другой направо. Очень редкие единицы, которые колебались или были против. 100% поддержка была. Поэтому все вот это вместе взятое впоследствии дало свои результаты. Ну, было много труда вложено, а без этого, ну, никак. Без этого никак. Жаль, что уходят потихоньку ветераны. Ну, сколько у меня лет? В те годы было где-то около 40 лет, плюс-минус. Были ребята постарше, помоложе, прислушивались мы, кто-то нам прислушивался. Ну, вместе, как говорится, удалось построить то, что мы хотели. И за эти годы, кто бы что ни сказал, но за эти годы произошло много изменений. Расцвет культуры. Вот взять. Мы сохранили язык, культуру, быт, традиции. Весь мир узнал о нас. Помню, Горбачев не говорил гагаузы, гагаузы. Говорил. Да, говорил, да. Да. Было телевидение. Гагаузы. Даже не знал, как правильно произвести имя этого народа, название этого народа. Но вместе с тем все шло своим чередом. И в конце концов, 23 декабря, вот 29 лет, как мы приобрели свою автономию в составе Республики Молдова. Спасибо, надо сказать, первому президенту Мирче Ивановичу Снегуру. Правильно. И надо дать должное. Правильно. Потому что этот человек, он, как говорил Камрати, я гагауз номер один. Тогда был участником я всех съездов депутатов всех уровней, в те годы, постоянно. Приезжали первые лица государства, приглашали. Да, были мнения разные. Вместе с тем приезжали, были, как говорится, понимание, недопонимание, это. Но вместе с тем приезжали. В последнее время, как-то, смотрю, отмежевались по своим личным, партийным интересам и так далее, и так далее. Не хочется об этом сегодня говорить. Может быть, дальше мы коснемся этой темы. Но только путем диалога, за столом переговоров нам удалось, благодаря мудрости молдавского и гагаузского народов, создать, обрести эту автономию. Спасибо всем депутатам парламента Республики Молдова тогдашнего Созова. Спасибо нашей комиссии, которая каждый день там боролась за каждую статью будущего закона об особом правовом статусе Гагаузии, благодаря которым сегодня мы живем в автономии, горды этим, что бы кто ни говорил, но впервые законным путем, мирным путем нам удалось вот это воплотить в жизнь. Идеи гагаузской халкы, идеи гагаузского народа, мудрый народ, молдавский, гагаузский, пришли к консенсусу, к миру и согласию. И вот с тех пор, почти 30 лет, живем. Василий вместе. Кириллович, я благодарю вас за ваши воспоминания. Для наших телезрителей я хочу напомнить, что это личные воспоминания каждого из активистов становления Гагаузской республики, а впоследствии автономии. И поэтому они сами несут ответственность за свои воспоминания, за те детали, имена, фамилии, которые произносят. Имеют на это право. Я что могу предложить, как участник становления, как все мы здесь, аксакалы Гагаузии, должно быть и переговоры, и поездки как членов исполкома, башкана нынешнего. Мы об этих вопросах, наш башкан Евгений Александрович об этом говорила на заседании исполкома. Каждый день исполком, члены исполкома об этих вещах говорят. Депутаты, я бы рекомендовал депутатам той комиссии, которая на сегодня состоит, но и больше, в первую очередь, о чем идет речь? Обратиться всем
дипломатическим миссиям в Республике Молдова и взять те брошюры, которые в то время у нас были, когда мы были в Москве, на становление Гагузской республики. Сегодня взять... 29 лет назад, да? Да. Мы что делали в Москве, если так будет касаться, это коротко. Нас разделили 68, около 70 человек. Мы поехали когда в Москву, потому что еще Советский Союз сохранялся, Горбачев президент и так далее. Вы были в этой делегации, Я да? был в этой делегации, значит, вот, а я опять фактами подтверждаю. Вот 4 молодых человека, это двое Сетули и двое Чебекюе. Можно посмотреть? Пожалуйста. Это есть. Мы были, и в нашу делегацию входило 10-15 человек. Здесь нету жительницы Евгения Антоновны Рашелян, Мария Георгиевна Кюся была с Вулканеши, и другие еще были активисты. Нас распределили, значит, Царство Небесное, Маринович Мария Васильевна, очень большой вклад она внесла в становление Гагаузии. Я вот не сказал, но сейчас хочу. И там, под ее руководством, были распределены, значит, наша делегация Вулканистского района, часть, это Московский комсомолец, это газета «Известия», это ОРТ. Значит, мы с утра встали и по этим организациям. О чем идет речь? Довести, кто мы такие, и брошюры, значит, Гагауза, кто, значит, и что так далее. Вот это все, и экономика, и другие вопросы. Все это вот вы храните, да. Петр Васильевич? Все это вы храните? Есть у вас? Есть материалы, если надо, я могу предоставить ГРТ. И что дальше? Мы дошли, часть делегации, конечно, нас тогда Михаил Сергеевич Горбачев, покойный, Царство Небесное, не принял делегацию, но наши члены делегации попали до Лукьянова. Они попали туда, рассказали. Я в 2 встречах участвовал. Это господина Нишанова, представитель национальности, и по нацменьшистам Таразевич. Я был свидетель, вот это все. Здесь я чего это сравниваю, чтобы депутаты, группа депутатов, можно сделать из всех сел, то есть смешанную группу, и обратиться, взять уложение Гагаузии, взять закон о особом правовом статусе и пойти этим послам. Сказать, что добился. Есть решение Венецианской комиссии. Все вопросы, везде они есть. Просто надо возобновить и надо бояться. Надо доказывать, что мы есть и будем гагаузским народом. Мы никому не хотим зла, мы не хотим чужого. Есть здесь экономика, есть сельское хозяйство, мы этим хотим работать. Да, меня как учили в Академии публичного управления, местная власть, допустим, примария, если у примарии не хватает каких-то средств, бюджетных средств, для этого есть регион. Поэтому сейчас мы всегда, значит, проводим изменения бюджета под руководством Башкана Евгения Александровны. Затем эти бумаги поступают в Народное собрание для утверждения. И здесь то же самое. Но если уже региону не хватает, как сегодня Гагаузия, уже сегодня должен подключать. Не урезать от нас, от людей Гагаузии или от нашего бюджета. Наоборот, надо добавлять. Просто вот, как сказал господин Тренко, что про активистов Аксакола забыли, можно и от нашей группы составить делегацию, которую мы ветераны становления, мы знаем с первых шагов, фундамента, как это здание строилось, как это автономная республика и так далее. Поэтому довести до руководства страны. Спасибо. 93-й год. Дом культуры. Лучинский. Пошел своей шляпой, и весь народ там, вся Гагаузская халка и все лидеры и так далее там. И когда он пошел на трибуну в Доме культуры, его начали свистать и так далее, не хотели принимать. Но он сказал золотые слова. Вы не хотите со мной разговаривать, но вам придется разговаривать, потому что ни один вопрос не решается так. Я бы хотела с вами поговорить еще о 2 личностях, которые сыграли огромную, можно сказать, самую главную роль в становлении нашей автономии. Это Мария Васильевна Маруневич, женщина, ну я не помню, например, 29 лет прошло со дня основания гагаузской автономии, такой женщины, которая шла впереди народа всего. Это наша
наша сила, наверное, сила гагаузского народа в лице Марии Васильевны Маруневич. Что я скажу? И, конечно же, мы не можем позволить себе не сказать и о Степане Михайловиче Топал. Вот я бы хотела, чтобы вы вспомнили, какие они были люди, какие-то, может быть, моменты у вас связанные с ними, какие-то диалоги, какие-то истории. Давайте вспомним сегодня в этой программе этих людей, благодаря которым мы имеем на данный момент нашу автономию. Конечно, их было гораздо больше, таких патриотов много, но это одни из самых ключевых фигур. Я эту женщину обожал. Мы как будто... Вот гора такая, большая гора за нами стояла. И приходила, и такие слова находила. Это исключительно, я такую женщину никогда не встречал. Она сидели мы. Мы создали там, телевидения не было, ни камрата, ни чадра. Мы там сделали, я сам заварил, мать купили тарелку. У нас было телевидение, так или нет? Да. У нас было телевидение, радио. Ну, конечно. Но район у нас очень тяжелый был, потому что это был... Дух. Да, это Молдавский. основном молдавский, это исполком. И тем более, когда надо было собрать подписи, создавать инициативные группы, чтобы собрать, какое село войдет в автономию, вот это очень трудно было. Этот исполком не мог создавать эти группы и собрать эти подписи. Поэтому мы взяли весь груз на себя. Ну, мы сделали это, собрали. Но выезжал туда и министр юстиции в село из-за одной подписи, потому что очень трудно было собирать. Один листок брал 22 фамилии пронумеровано. И если в одном месте где-то не так поставили, написали, или один человек за двоих подписал, муж за жену, жена за мужа, все, этот листок аннулировался, и это село не голосует. Мы объясняли, что мы же не сразу тянем это село в автономию, и будет еще выборы. Это как его? Референдум будет. И люди скажут, это на референдуме, они остаются в сторону Молдовы. Спасибо большое, Илья Васильевич. Вот такие вещи, много таких вещей было. И Маруневич всегда приходила. Решали вопросы. И Топал, Степан Михайлович, Михаил Васильевич, они приходили к нам. Спасибо. Приходили. Иван Георгиевич, помните ли вы Марию Васильевну и помните ли вы Степана Михайловича Топал? Какими они были людьми? Да, я горжусь этими людьми, потому что больно на душе, что они ушли из жизни. Могу сказать пару моментов, когда художник Тринка Федор Афанасьевич реставрировал церковь наш комрад в Вулканештах. И как-то получилось, а я племянник, как-то получилось, что мы пошли к нему, он пригласил, а там получился, что Савастин, Маруневич, Влах, Сусакчев. Петр. Да. И вот и с Вулканешта этот Фазла. Петр Фазлы. Да, были там все туда-сюда. И я когда видел, о чем они разговаривают, я был, мужики, ребята, уважаемые Гагаузия, я в шоке был. Они тогда еще говорили о Гагаузии, говорили такие вещи и так далее там. И уважали женщину, которая просто, она говорила такие вещи, которые вообще абсолютно на сегодняшний день невозможно на телевидении говорить. И тогда я познал Марию Васильевну. Видел, что женщина добротная, и видно, что для Гагаузии сделала все то, что было. А Степан Михайлович Топал? Сейчас скажу. Так получилось в жизни, что с милиции перешли на полицию. А я не дал клятву. Все знают об этом и так далее. Там. И так получилось, что Бургуджи Иван Георгиевич и так далее там были в исполкоме. И Степан Михайлович впервые мне спросил: а ты дал клятву? Говорю, нет, я как учился в школе милиции в Молдове и так далее там. Он говорит, не надо. Bizim Гагаузлали Азмолсун Bizim. Человек тогда еще знал о том, что понимал, о том, что Гагаузия должна быть и будет она.
Спасибо, Иван Георгиевич. Я счастлив, что с этими людьми я был знаком, и радуюсь, что они в моей жизни были. Дай Бог им памяти той жизни, а всем Грузия, Молдова, чтобы процветала. Спасибо, Иван Георгиевич. Петр Васильевич, хоть вы из самой южной точки гагаузской автономии, но я уверена, что вы знали таких великих людей. Да, я рад, что с такими людьми мне приходилось встречаться и работать. Эти люди – герои гагаузского народа. Такую ношу, я говорю о Степане Михайловиче Топал, такую ношу, такую ответственность взять в такое трудное время. И вы как-то спросили Илья Васильевича, а вы не боялись, вы вот это все? Да. Эти люди родились, как говорят, люди от Бога. И Мария Васильевна, и Михаил Васильевич, но Степан Михайлович, как руководитель, наш первый президент, это очень была большая ответственность. Это надо вытерпеть. Сколько мнений, понимаете, а потом в конце выразить как президента мнение, которые с этим мнением все соглашались. Мудрый, грамотный человек был. Мария Васильевна, я никогда не слышал, я даже и ее сестрой был знаком. Они никогда не говорят, что мы устали, мы больше не можем и так далее. Они шли в то время впереди, и я их считаю, я брал много примеров от них, герои и того времени, и сегодняшнего, и будущего. Эти люди примером для нас были, для нынешней молодежи и для будущей. Просто мы должны их притворять в жизнь. То, что они сделали, мы должны... Вот я сейчас хочу сказать, что очень хорошо под руководством начальника управления образования Христевой Натальи Николаевны, под руководством нашего Башкана, во всех учебных заведениях, вот как мы сейчас у вас находимся в студии, они, значит, проводят в школах, в лицеях, гимназиях встречи, и наши специалисты образования и администрации участвуют. Мы должны вот это все передать, то, что у нас, Мария Васильевна, сегодня ныне действующий живой Михаил Васильевич, понимаете? Это все надо передавать, чтобы Гагаузия, как я говорю, да, сохранить, была и должна быть на многие-много года. Да, как сказал коллега, нас уже мало. Мы уже люди, как не скажем, но с опытом, и уже возраст такой. Но мы не должны забыть. Значит, мы должны вместе Народное собрание, исполком под руководством Башкана, подготовить, утвердить национальную программу, национальной политики для молодежи. Много сегодня, мне очень стыдно, некоторые даже взрослые, и под 30 лет, и под 40, очень мало знают о Гагаузии. А нынешние ребята, которые учатся в школе, здесь есть вопрос. Спасибо. Эти личности, Мария Васильевна Мараневич и Степан Михайлович Топал, золотыми буквами должны вписаны, и они и так вписаны, но золотыми буквами в историю Гагаузии. Они взвалили такую ношу ответственности, груз ответственности в те нелегкие времена на себя, которые, уму непостижимы. Другой бы, не знаю, сделал это или нет. Мария Васильевна имела привычку, когда много работы, это засучивала рукава. Все у нас получится, спокойно, очень глубокого ума был человек, всесторонне развитый, и ничего не боялась. Допоздна, до темна, вместе с мужчинами сидели, разбирали это. Боевая женщина была. Светлая им память. Вот Благодарю вас, Василий Кириллович. Уважаемые активисты, уважаемые аксакалы, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В завершении нашей программы я бы хотела попросить каждого из вас пожелать жителям нашей автономии и Республики Молдова от всего сердца то, что вот вы желаете всем. Уважаемая Гагаузия, мы здесь, мы на своем месте, мы в своей республике. Давайте жить дружно. И чтобы всегда понимали друг друга. И мои стихи, которые я написал, могу озвучить. Улыбок, счастья и здоровья желаю я вам в этот Новый год. Прими мои поздравления, любимый молдавский, гагаузский наш народ.
Миру мир, народной мудрости царям, а избранникам народа будь слугой, а не воеводой. Здоровья всем, в дома богатства и смесь счастливой детворы, чтоб карманы наполнялись медным звоном, бумажным шелестом листвы. Пустол всегда ваш будет полон, как урожай в дождливый год. Друзей иметь всегда хороших, как хризантемы в Новый год. Чтоб любимые не расставались, жаждой встречи, как весны, чтобы каждый день их начинался с любимых слов и розами ветров. Пусть звезда на небосклоне озаряет вас Рождеством, чтобы родители сидели за вашим праздничным столом. И от этих новогодних поздравлений, дай Бог, в дружбе и согласии счастливее живет молдавский, буджакский наш народ. С праздниками! Благодарю, Иван Георгиевич. Пожалуйста, Илья Васильевич. Сначала я поздравляю с Днем автономии. Ну, пару дней у нас осталось, как бы, да? Да, пожалуйста. Народ, с Рождеством, большим праздником. Наш народ с малых лет это, и эти традиции мы не потеряли. Я хотел бы сказать пару слов и нашему народу, и молдавскому народу. Мы один-единственный народ, Илья Васильевич. Представьте себе, что вы построили дом для своего сына. Туда перешла невеста, сын ваш. И что-то у них в жизни там не хватает, денег, прочее. Родитель идет и помогает. Я бы хотел, чтобы Молдова нас не вырезала, а помогала нам. Чтобы пример мы дали другим. Спасибо большое, Илья Васильевич. Пожалуйста, Петр Васильевич. Я хочу в первую очередь в субботу 23 декабря, 29-я годовщина, поздравить всех, и гагаузов, и молдаван, и украинцев, и русских, те, которые проживают у нас на территории республики, на территории Гагаузии, с этим праздником. Пожелать всем здоровья, мира, добра. И söyleyeceğim birkaç laf Gagauzca. Moldavanlar, Gagauzlar, tezde hepsi aylara karşılayacaklar yeni yıla. Ben selamlarım size, hepsinizi, kim hani yaşay, Moldova'da, Gagauz'da, bu büyük yortularla. Kolada yortular geliyor, Yenice'de, Eskice'de, yeni yıl. Sofralarınız dolu olsun. Kırlarda bereket olsun. Anlaşmak, kısmet, sağlık. Göndericiler de isteyim söyleme hepsini alçaktan da yukarıdan da. Yaşamak kısa. Ömür gene kısa. Anlaşmak benden yalvarırım. Oturma masayı, anlaşma da bizim halklarımız hem Moldavanlar hem Gagauzlar, bizim Nepotular, Nukala ileri doğru bizden kim hani bugün kullanıyor Gagauzya, kim hani kullanıyor Moldova görsünler sade sizlerlik. Allah bize hepimize yardım etsin. Юля, güzel laflar Петр Васильевич. Çok teşekkür ederim sizi. Василий Кириллович, пожалуйста. Хочу поздравить не только гагаузский народ, и весь молдавский народ с этой замечательной датой. И находясь в преддверии зимних праздников, Нового года, Рождества, поздравить с этими праздниками, пожелать всем мира, счастья, добра, здоровья, успеха, взаимного согласия, дружбы. Пусть воцарится мир во всем мире. Дай Бог. Я благодарю вас, уважаемые активисты становления Гагузской автономии, за то, что вы принимали сегодня участие в нашей программе. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа. А для нашей автономии я бы хотела пожелать процветания. Для наших телезрителей я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Петр Чебан, Иван Тринка, Илья Савастин и Василий Тонку. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. До скорых встреч. Спасибо.